Здравствуйте, с вами передача «За чашечкой кофе». И сегодня у нас, как всегда, необычный гость. Почему, объясню. Это последняя передача второго сезона. И мы хотели ее закончить красиво и с шиком. Поэтому мы пригласили, наверное, самую красивую женщину Сухума. Спасибо. Мака Аблотья. Здравствуйте. 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 Как у вас дела, как настроение? Спасибо. Можно сказать, хорошо, но в такое сложное время как-то нужно держаться и радоваться жизни. Как вообще проходят ваши дни летом? Вы выносите лето или больше по холоду Ну, зимой? жару, конечно, очень сложно переношу, но близость моря спасает ситуацию. Почему пригласила сегодня я вас? Потому что вы как старшее наше поколение, которое непосредственно, скажем так, связано с культурой, вы очень много знаете о кино и, в принципе, живете среди культуры. Хотел бы с вами поговорить вот именно о разнице нашего поколения и вашего поколения, если вот такое возможно. Ну, что касается кинематографа, вы имеете в виду? Ну, не только кинематограф, там и, в принципе, о культуре, то есть музыка, что сейчас с культурой у нас происходит. Ну, естественно, каждое время, конечно, вносит свои лепты в культурную жизнь, в жизнь вообще, в общем, творчества. И, естественно, оно отличается. Но что касается кино, ну, конечно, раньше было, наверное, такое более интеллектуальное кино для людей думающих. Сейчас, конечно, другие приоритеты, другие акценты. Ну, да, это, в принципе, и как со всем миром, как и с любым человеком, все в жизни меняется. Вы, как я понял, выросли в интеллигенции. У вас отец первый профессиональный кинорежиссер в Абхазии, плюс ко всему он сценарист и актер. Да. А у вас мать музыкант. Она не музыкант, она была солисткой госансамбля песни и танца Абхазии под руководством Василия Царгош. Как это на вас повлияло? Ну, конечно, повлияло. Я с детства выросла именно в творческой среде. Я даже помню запах сцены. Помню запах сцены и драмтеатра, и филармонии. В драмтеатре служил мой отец. Мама работала в филармонии. Почему вы не пошли по стопам отца или по стопам мамы? Вы знаете, папа, конечно, готовил мне карьеру актрисы, поскольку он меня с детства снимал, ну, буквально с 2 лет снимал, и каждый год у нас, значит, ленты восполнялись, то есть моим взрослением. И даже были такие моменты, когда мы уезжали в деревню, ну, вот, к тете. У него была такая камера, ну, раньше такая старенькая. И он говорил: так, бери бабушкин халат. Пойдем, говорит, прогуляемся. Так останавливался вдруг и говорит там: одевай халат. Я одевал. И он говорит: теперь начинай копировать Зыкину. Я сознанием дела начинала копировать Зыкину. С ее движениями. Габариты, конечно, не позволяли. Ой, вот так. Но вы пошли на Иньяз. Да, я, конечно, папа меня уговаривал. Не уговаривал, а предложил поступить в театральный институт. На тот момент он работал на Грузия-фильме режиссером. И иногда его приглашали в состав комиссии в институт, когда они принимали абитуриентов. Так вот, и я как-то вот решила остаться в Абхазии, не покидать Абхазию. И здесь я поступила на филологический факультет, специальность английский язык и литература. Но, к сожалению, не удалось поработать по профилю.
Ну, вы работали, насколько знаю, в разных сферах. Да, в разных сферах я работала. Везде попробовали. Да. А скажите, если вот опять же затронуть немного кино, вы со стороны как смотрите, влияет ли нынешнее кино на молодежь? Потому что сейчас же Однозначно. модно начало, вот Да. пошло модное кино именно, что касается Да, да, феминизма или там да. нетерпимости. Вот это все чаще и чаще стараются они, скажем так, пихнуть нам. Как вы к этому Конечно, относитесь? конечно, конечно, современное кино влияет на молодежь, поскольку они хотят быть похожими. Понимаете, это вот служит платформой для подражания. Это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, не очень. Я не приветствую. Но что касается кинематографа сейчас, вот современного, ну, скажем, модного кино, интеллектуального кинематографа десятилетия, ну, конечно, можно выделить режиссеров очень хороших, таких продвинутых. Это я бы, наверное, выделила Кристофера Нолана. Вы, наверное, смотрели фильм «Начало», «Интерстеллар». Это фантастический Да, фильм. да. Оно, конечно, послужило очень важным вектором для развития впоследствии современного кино. Я так считаю. И изначально, наверное, «Матрица». О, «Матрица», это «Матрица», даже не да. обсуждать, это легенда Да, кино. да, это правда. Я согласна с вами. Но, конечно, вы знаете, старое кино есть старое кино, поскольку ты когда в каждое время, в каждый период ты воспринимаешь по-разному. Ну, я, конечно, люблю классику мирового кинематографа. Это и американское кино, и европейское кино. Я бы, конечно, очень посоветовала бы начинать вообще кино Вот с классики с его и нужно классики, начинать, да, с да. классики европейского кино. Это, конечно, нужно начинать с Висконти, основоположника неореализма, Бертолуччи, да, Антониони, профессия репортер, ночи и так далее. То есть я могу, да, говорить бесконечно об этом. И американское кино, конечно, бесспорно. Ну вот, если говорить, вот вы сказали американское кино. Да. Сейчас, когда я учился на режиссера, мы проходили историю кинематографа, и, в принципе, кино создавалось изначально как аттракцион. Только маленький аттракцион, движущиеся картинки. И на то время никто не думал, что это вот продвинется дальше, и называли даже это мертвым искусством. И последующие режиссеры начали приносить туда какие-то идеи. Тот же Мельес, который начал снимать спектакли, Да, или Чарли Чаплин. да. Он «Огни это большого абсолютно города» это был первый О, звуковой фильм это даже с его с музыкой. это волшебно, когда ты смотришь, у волшебно. меня сейчас мурашки по Да, коже да, даже. согласна. И, Аналогично. а сейчас именно вернулась к его истокам. То есть сейчас это кино считается как развлечение, но не как пища для ума. Ну Почему вот, такое происходит? Как ну вы вот да, думаете? я с вами согласна, что мы, наверное, в какой-то степени вернулись к изначальной точке. Ну, поскольку, вы понимаете, выпускается очень много некачественного кино, слава богу, наряду с этим есть и хорошее кино, качественное кино для думающих людей. Топ-3 можете назвать? Я бы могла посоветовать подросткам, школьникам, что, вы знаете, вот какие-то потаенные черты, чтобы они проснулись, чтобы они что-то почувствовали. Потому что фильм «Подранки» есть такой. Подранки? «Подранки» называется, фильм Губенко. Он, конечно, оставил неизгладимое впечатление, но прям вот врезался в память. И я вот даже своей дочери советовала его посмотреть. Очень такой, очень трогательный. И доходит до глубин струн твоей души. И еще, конечно, вот есть такой фильм Стэнли Крамера «Благословите детей и зверей». Современное кино, ну что бы я...
Мне даже сложно сказать, что бы я посоветовала. Я, Их, во-первых, наверное, много. Может, вы подскажете, а вот я скажу, мне оно нравится если вы или нет. смотрели французский комедийный фильм «Лол», «Ржу не могу». Какой? «Лол», «Ржу не могу». Нет. Это французская комедия, и там рассказывается о проблемах детей и взрослых. Вот как отцы и дети, то есть их взаимоотношения. Очень смешной, скрометный, и там есть над чем задуматься. Я, когда его посмотрел, мы как раз были с мамой в ссоре моей, и после этого фильма я не смог ни подойти, ни извиниться перед Ну, ней. за видите, то, как что вот, может да. повлиять кино на человека. Также, если смотреть фантастику, наверное, мой любимый — это «Облачный атлас». Очень долгий, насыщенный. Вот, редко встретишь фильм с лишним часа, с лишним часа, когда он действительно насыщенный и не дает тебе ни секунды покоя или там хотя бы выдохнуть моментов нет. В Абхазии очень сейчас популярен театр, но кино — это вот правда большая редкость у нас. Да. В основном, насколько я знаю, у нас снимают конкурсные фильмы, которые нельзя посмотреть в интернете или в открытом доступе каком-нибудь. И снимают в основном артхаус. Почему нам нельзя начать снимать именно массовое кино? У нас такая природа, у нас такие локации здесь. Но мы не снимаем, но снимают русские. Тут сериалы снимались, вот 3 или 4 сериала, которые недавно вышли на российских каналах. Фильмы российские снимаются, а мы сами не пользуемся же нашим. Ну, Что нам нужно, как вы думаете, чтобы начать этим Ну, пользоваться? что касается сериалов, это, конечно, небольшое кино, потому что, чтобы уложиться в 1,5 часа или 2, это нужны большие усилия и большой профессионализм. А в сериале ты можешь как хочешь изощряться, но большое кино в Абхазии, это, конечно, из области фантастики, пока во всяком случае. Потому что очень сложное время, даже русское кино, понимаете, можно сказать, умирает, ну, может, я слишком так категорично. Но оно Я тоже не не смотрю такое, русское как раньше. Вот я могу из молодых выделить Илону Хварцки. Не смотрел Илону я. Хварцки сняла замечательный короткометражный фильм, очень профессионально, на мой взгляд. И ее фильм, кстати, был удостоен первой премии, по-моему. А вот на днях, дня 2 назад, снял короткометражный фильм «Мой брат» с Андре Каблоти. Очень перспективный молодой человек, подающий надежды. Вот так. Прорекламировали брата. Надеюсь, что он себя покажет. Вот с их поколения, я думаю, что пойдет все-таки Ну и потом мода у на нас кино в Абхазии. То есть молодежь будет хотеть снимать кино, поступать в хорошие вузы. Какую музыку вы слушаете? Ой, ну, я, конечно, хочу начать с классики. Я очень люблю классику. И я совершенно, как вот я иногда включаю классику, я совершенно не устаю от нее, то есть у меня не падает настроение, как иногда вот бывает, мои подруги говорят, да выключи, настроение так плохое. Я совершенно отдыхаю от нее, очень люблю. И у меня всегда с собой классика в машине, я слушаю классику. А из самого необычного, что вы слушаете? Из самого необычного, ну, я вообще любительница джаз-рока и джаза. О. Да, конечно, выделила бы из джазовой группы совершенно потрясающей, выделила бы Manhattan Transfer, есть такая группа. Чикаго, Земля, ветер, огонь, но это уже джаз-рок, фанк-рок, фанк-мьюзик, А вернее. у нас музыка, наша музыка. Наша музыка, ну, конечно, для меня Люда Гумба это, конечно, топ. Ну есть будущее в Конечно. нашей музыке? Конечно, есть. Кого вы можете выделить из музыкантов местных?
Из музыкантов местных, ну, конечно, опять-таки, бесспорно, Виапс на 67, Надар Сагария. М, И, кстати, вот в Апсны 67 играл мой брат Астамур Чкотуа. Он является автором музыки, песен, таких как «Саща», «Аштка». Ну, у него очень много аранжировок. И я думаю, что, конечно, музыканты Апсны 67 — это топовые музыканты, м. еще с советской школы. И мне кажется, что сравнения сейчас просто нет. У вас были моменты, когда вы пожалели о том, что вы не пошли по стопам родителей, Да, конечно. например? Конечно, я жалею, что я не пошла по линии искусства, в частности, по стопам своего отца, потому что я очень люблю кинематограф. Вы бы хотели стать режиссером, актером или сценаристом? Не сценаристом, это точно. Ну да, я бы, конечно, да, Актрисой? актрисой бы хотела стать. И очень жалею, что я папу не послушала и не пошла Ну, еще не по, поздно, я вам так скажу. по этому пути. Ну, теперь, если не зайдет мой брат, то он будет снимать меня, надеюсь. А музыканты не хотели бы пойти? Музыканты, ну, во-первых, у меня нет музыкального образования, хотя я пела в очень серьезном хоре. Это в школьное время, это не школьный хор, это был очень профессиональный, сильный хор под руководством Гурама Курашвили. Нас даже отправляли от Советского Союза на конкурсы, и мы занимали главные призы. А куда вас отправляли? Нас отправляли, ну, во-первых, по Советскому Союзу и отправляли. Мы были в Италии, в Югославии, в Англии, во многих странах. Вы путешествовали по миру? Да, Какая путешествовала. любимая Да. страна? Ой, конечно, сразу влюбляешься в Рим. В М. Италию влюбляешься просто А сразу. вы не ходили по Риму и представляя себя героиней из фильма Дольче Вита. да? Ну, не совсем, конечно, но, конечно, ты представляешь, когда ты подходишь к фонтану де Треви, естественно, ты сразу вспоминаешь фильм Федерико Феллини «Дольче Вита» с Анитой Экберг и с Марчелло Мастроянни. Это известная сцена под фонтаном. На меня произвел впечатление музей в Мадриде Прадо. М. Необыкновенный музей. Я, конечно, вот прям часто думаю, что нужно повторить экскурсию туда. Хотя вот я была и в Лувре была. Поскольку я люблю импрессионистов, конечно, я захотела попасть в музей Орсе. И там просто я хотела просто там остаться. Там картины и Ван Гога, и Сезанна, и моего любимого Анри Тулуз-Лотрека. То есть вообще необыкновенно. Туда я обязательно попаду еще раз. Давайте немного подытожим, потому что у нас Да. тоже время немного ограничено. Кино и стиль жизни лучше в советскую эпоху или сейчас? Конечно, в советскую эпоху лучше кино европейское и американское. Оно, конечно, очень такое глубокое, умное кино. При вообще минимальном бюджете Франсуа Трюфо снял фильм «Мужчина и женщина», М. который вошел в золотой фонд мирового кинематографа. У вас сейчас есть шанс нашей молодежи и подрастающему поколению, которое бы хотело бы работать именно в сфере культуры, пожелать или посоветовать что-нибудь? Ну, во-первых, чтобы полюбить искусство, ну, я так считаю, нужно смотреть хорошее кино, хорошее качественное кино, культовое кино. Нужно слушать хорошую музыку. Опять-таки, начинать с классики, с мировой классики. И современную классику. Это можно слушать, можно начать с Эндрю Ллойд Вебера. М. Это «Иисус Христос, суперзвезда».
Это Cats, кошки, которые сейчас идет с аншлагом на Бродвее. Ну, фильм «Кошки» провалился. Ну, фильм это фильм, а мюзикл это мюзикл. Да. Это две разные Это вещи. разные вещи, да. Да. Я им хочу пожелать, я хочу, чтобы они ставили правильные цели перед собой и достигали их, бесспорно. И чтобы они проживали правильно свою жизнь, поскольку от этого зависит будущее нашей Абхазии. И чтобы они были патриотами, знали свою историю и свой язык. И чтобы они жили в процветающем государстве. Спасибо большое за, на мой взгляд, очень познавательную, интересную беседу. Мне было крайне приятно с вами пообщаться. Жалко, что у нас так Спасибо. мало времени. Это последняя Получилось. передача второго сезона. И А я надеюсь, не третий знала. сезон будет еще лучше. Да, я надеюсь. И надеюсь, что у вас все будет только в самом лучшем виде. Спасибо за то, что вы сегодня выделили нам время, пришли с нами, побеседовали. Я с удовольствием с вами побеседовала. И сейчас мы с вами выпьем за кадром по чашечке кофе. И спасибо, что вы меня позвали на передачу. До свидания. Спасибо. До свидания. А с вами мы увидимся, пока не знаю когда, но увидимся. До свидания.